Для страны было такое внезапное событие, да, нападение варварское. Первые числа января 1943 года навсегда вошли в историю ингушского города Малгобека. 80 лет назад, после 4 месяцев ожесточенных боев, Малгобекская оборонительная операция, в которой погибло более 120 тысяч советских солдат, закончилась поражением гитлеровских войск. Именно об этом сегодня идет речь в первой школе города Магаса. Цель вообще приурочек к Малгобеку была у фашистов. Это первое, сформировать определенную группу населения оппозиционную, получить плацдарм, получить доступ к нефти, продуктам, которые требовались для продолжения наступления на другие территории. Они планировали наступать дальше, это Баку, сейчас вы не знаете, да, Азербайджан, отдельно. Хотя раньше это было одно большое государство. Поэтому бои, естественно, шли ожесточенные. Лектор рассказывает детям о том, насколько важную роль сыграла битва за Малгобек во время Великой Отечественной войны. Ученики внимательно слушают и задают наводящие вопросы. Были ли какие-то определенные критерии, по которым они определяли, шпион ли этот человек или нет? В основном, конечно, проводились официально, как и всегда, допросы. Малгобекская оборонительная операция занимает особое место среди событий, произошедших в нашей стране в военное время. Если Ростов гитлеровцы называли воротами Северного Кавказа, то Малгобек был своего рода ключом к нефтяным недрам. Эти факты истории школьники познают с нескрываемым любопытством. Ингуши воевали на всех фронтах, многие отличились доблестью и героизмом. Из-за репрессий не каждого нашла награда, но город Малгобек своей дождался. В 2007 году ему присвоили звание «Город воинской славы». Немцы рассчитывали быстро захватить Малгобек, однако советские войска не дали врагу осуществить эти планы. Немцы на Кавказе увязли надолго. На уроках истории нам рассказывали, как в первые дни войны по всей Ингушетии развернулось массовое патриотическое движение. В селах, районах, у зданий сельских советов проходили митинги против подлого и коварного варварского нападения. На этом открытом уроке нам рассказали о истории возникновения в нашей стране контрразведки и вообще любой разведки. Также нам рассказали про деятельность организации СМЕРШ и про их заслуги во время Великой Отечественной войны. И я считаю, что подобные открытые уроки, они способствуют развитию и укреплению патриотизма у молодых, у детей вообще в целом. Важнейшим условием срыва немецко-фашистского наступления в ходе Малгобекской оборонительной операции стали стойкость и мужество советских солдат и населения в тылу. Разбирая такие темы на открытых уроках, подрастающее поколение узнает историю своих предков, своей республики, страны. Урок направлен на воспитание патриотизма, чувства гордости за свою родину и своих предков у подрастающего поколения. Урок мы проводили совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Ингушетия. Сегодняшнее занятие, посвященное предстоящей годовщине победы в Великой Отечественной войне, помогло детям узнать о том, что советские войска, несмотря на все трудности, не дали врагу осуществить свои планы. Подобные открытые уроки проводятся в школах Ингушетии ежегодно. Малика Измайлова, Хамзат Халухоев, Новости 24.